Из-под их рук вышли тысячи уникальных работ, а впоследствии стали национальным наследием Ингушетии. Саварбек Белхароев, Мурат Паланкоев, Багаудин Сагов. Имена этих скульпторов и художников известны не только в республике, но и далеко за ее пределами. Внося неоценимый вклад в развитие народных промыслов региона, они воодушевляют даже самых придирчивых ценителей прекрасного. О творческих личностях, которые своим талантом передают самобытность и красоту края башен. Репортаж Светланы Томовой. Особый менталитет, вековые башни, живописная природа – все это отражено в работах известного Саварбека Белхароева. Скульптор выставляет свои изделия не только в Ингушетии, но и за ее пределами. Его часто приглашают в различные регионы и крупные города страны. Вот эта работа башни Гагиевых была представлена в Сочи. Живописное панно вызвало всеобщий восторг. В Москве по спредствию у нас работал такой энтузиаст Башир Гатагажев. Он был управ делами нашего представительства в Москве. И вот это была идея его, а мы ее воплотили. Со временем мастер загорелся идеей превратить эти удивительные изделия в полезные приборы для обихода. Например, эта скульптура отлично подойдет для офиса, где можно хранить скрепки и бумагу. Даже для башен Гагиевых он нашел еще одно применение. Очень красивый настольный прибор. Можно его также девушкам использовать как крутую, красивую салфетницу в национальном стиле. Это послужит только популяризации нашей истории. Одна из картин Саварбека называется «Вовнушки» – уникальное произведение ручной работы, посвященное башенному комплексу, ставшему одним из 8 чудес России. Впрочем, таких произведений, на которых оживает творение ингушских зодчих, у мастера немало. Отдельно делаем хамхи, картли, лейми, и так далее. Альгети. Все это адресом, все это интересно. Как потомкам людей, которые там жили, так и гостям республики. Не менее уникальны и значимы работы нашего соотечественника, народного художника России, обладателя золотой медали Российской академии художеств Мурада Паланкоева. Скульптор, керамист и зодчий. Из его рук вышли 5000 уникальных работ, а его масштабные проекты стали национальным наследием Ингушетии. Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Насыркорте создан в 1997 году именно по его проекту, а в 2002 художник был удостоен за него золотой медали Российской академии художеств. Сейчас комплекс является объектом исторического и культурного наследия Ингушетии. Происхождение и название нашей нации и очень близко совпадает, и неотделимая часть – это башни. Это как крепость, как защита человека. Башни. Вот я из-за этого делал башни. Работы этого художника-скульптора известны не только в России, но и за рубежом. О Паланкоеве говорят, он многогранный талант. И все же не отражает это слово всей глубины того дара, которым наделила его судьба. Он график и живописец, скульптор и керамист. Кажется, что художнику в работе, как птице в полете, легко и свободно. В основном я работаю. Вот мой отдых. А вот когда я где-то в гостях или на выезде, мне скучно из-за того, что без дела уже не могу, привык. Раб труда я. Вот все. Святое место Творца – мастерская. Она даже в пасмурный день поражает своей освещенностью. Просторная, обитая деревом, а в центре свод крыши держит огромный ствол орехового дерева. Умиротворяющая и спокойная атмосфера – все, что нужно для творчества. Тут много и археологических раритетов, и собственных работ – чеканка, мозаика, прикладной декор, реконструкция воинских доспехов и других, создающих особую атмосферу аксессуаров. На изготовление этого боевого шлема у Мурада Паланкоева ушло около 2 недель. Состоит он из меди, кожи и бронзы весом примерно 3–3,5 килограммов. Имя талантливого художника-скульптора Багаудина Сагова хорошо известно любителям живописи нашего региона. Бронзовые статуи ингушских джигитов, глиняные воины и различные животные. Более 15 лет Багаудин Сагов занимается лепкой и живописью. Однако в этой студии нет ни одной его работы. Уже несколько лет выпускник художественного училища в Перми занят только тем, что прививает любовь к искусству детям художественной мастерской декоративно-прикладного искусства. Что у нас? Это ты рисовала, да? Вот смотри. Вот вода, это горизонт. Это небо у нас будет.
Давай ему сейчас глаз и вот перья нарисуй. А так молодец. На первый взгляд кажется, что фигура выполнена из бронзы, но на самом деле это обычная глина, которая в руках учеников Багаудина Сагова превращается в настоящее произведение искусства. О своих собственных работах Багаудин не любит рассказывать. Считает скромность главное украшение художника. Впрочем, встретить их можно в музеях нашей республики и на различных выставках. Однако об одной своей картине, которая до сих пор висит у мастера дома, он все же вспоминает с гордостью. После училища, когда я приехал, я написал портрет своего деда на коне. Картина Брылова есть, князь Демидов. Так вот, я говорю, мне понравился этот конь этого князя. Говорит, этого князя я высадил, я говорю, и посадил своего деда на этого коня. Особая гордость художника – картины, нарисованные его учениками. Ими завешены все стены в студии. Багаудин считает, что портрет – самый сложный жанр в искусстве, поэтому его подопечные относятся к своим будущим рисункам с особой ответственностью. Я буду использовать голубой цвет для моря. А для дерева буду использовать светло-коричневый цвет. Для цапли я буду использовать серый. Произведения этих мастеров делают Ингушетию уникальной в глазах ценителей искусства и просто почитателей со всех уголков мира. Именно скульпторы и художники своим талантом передают всю красоту наших родовых башен и колорит самого горного региона. На достигнутом, конечно же, никто из них останавливаться не собирается и на своем опыте знает, что без вмешательства необыкновенного таланта все прекрасное остается непризнанным. Светлана Томова, Новости 24.